Тяжелая работа коневода бывает не по силам и некоторым мужчинам. В Верхневилюйске живет Ульяна Алексеева, которая ведет большое хозяйство и управляется с 3 табунами. Отец Ульяны, Иван Титович, всю жизнь держал лошадей. После него табунами занимался брат-близнец Ульяны, и недавно все это хозяйство перешло в хрупкие женские руки. Сейчас каждое ее утро начинается на конебазе близ Намского наслега. По воле случая пришел в мои руки. Сейчас в данный момент имею 30 голов. Есть такой человек, ровесник моего отца, 90-летний Иннокентий Кардашевский. Он мне помогает за советом и поддерживает связь. А с другими коневодами держим хорошие дружеские отношения. И за это очень я благодарна им. Проблемы, как и везде, в сельском хозяйстве есть. Зерно, фураж очень подорожало. Мешок 1500 стоит. Это для нас это дорого. Но я стараюсь все проблемы решать. Но одно радует в коневодстве, что продолжает дело брата-близнеца и отца. Мне нравится активный образ жизни. Люблю природу, свежий воздух. Люблю лошадей, своих лошадей и животных. Летом держу кур, индюков. В этом месте есть у меня озеро. В принципе, я справляюсь. Чисто физически, когда я все это в свои руки взяла, очень трудно было, тяжело. Я человек такой активный, трудностей не боюсь, как сказать. Есть ошибки, проблемы, все стараюсь ошибки все это решать вовремя. И упорный труд. Это тяжелый, очень упорный труд. Это такое дело, если взяться, очень тяжело, но у меня сил хватает пока. С недавнего времени Ульяна начала использовать GPS-трекеры, по одному на каждый табун. Ошейник надевает на старшую из кобыл, потому что они более спокойные и уравновешенные. Через приложение на телефоне трекер показывает карту с отметками о местонахождении табуна. 2 табуна пасутся на правом берегу реки, а 1 на левом. Это очень нужно, когда их надо пригнать на конебазу, например, перед выжеребкой, для безопасности кобыл. Больше нету надобности днями искать и предполагать, в какую сторону они могли пойти. Отслеживание мне очень помогает в плане, они где находятся, знаю, иду по карте, по телефону, нахожу и пешком оттуда перевожу, пешком, это так. Пока так, у меня то есть, техника есть, буран, но пока не стоит. Гаража нету пока. Стоит табун, находились они за рекой в ту сторону. Они там пасутся, добывают корм. Времени я подкармливаю, овес даю. А стоит, который второй отдельно, она в этих местах, лесах, сама по себе тоже корм добывает, но тоже дополнительно все равно стараюсь кормить. Сена хватает, лето очень хорошее было, дождей не было. В этом году зима тоже
тепло, 45, но такого холода не было. В прошлом году очень холодно было, каждый день 55-50 градусов, это тяжеловато было. Но это я каждый день сюда утром приезжаю, вот работаю. Ну, очень трудная работа. Для женщины, конечно, трудно. По программе «Дальневосточный гектар» Ульяна приобрела землю рядом с Неслегом. Сенокос в прошлом году был хороший, удачливый, сена хватает. Дополнительно обязательно приобретает овес. Ульяне помогают ее брат Валерий и друг Илларион. Они распределяют сено в загонах, делают проруби для водопоя. Как раз на территории есть маленькое естественное озеро. Летом там можно и порыбачить, водятся вкусные караси. Летом у меня трактор Синтай. Вот. Работаю сама, заготавливаю, сено заготавливаю. Ну, примерно 15 тонн сена заготавливаем. Здесь, вот рядом. Все находится все рядом, в Аласах. Ну, нам это хватает. В прошлом году посередине загона построили маленькую избушку. В нем не только отдыхают во время сенокоса, еще оттуда следят за кобылами, у которых намечается выжеребка. Окна выходят в обе стороны, что очень удобно. В скором времени должны установить железную печь, чтобы можно было оставаться до поздней осени. А вот избушка прошлом весной, вот трудно было летом на дожде, ну, дождь, снег, неудобно, поэтому все равно я женщина, мне удобство нужно, поэтому строила домик маленький. Но это мне хватает, чтобы поесть, отдохнуть, присматривать табуном, ну вот удобно. Но все равно женщине все равно удобство надо, поэтому вот моя первая пожелание вот такая была. Жеребята ожидаем, начиная с 1 апреля. Вот. В прошлом году у нас жеребята почти 9-10 было, а так потеряли, конечно, троих. 2 недоножки были, а 1 не досмотрели, упустили момент. Вот так, тоже так бывает, не все 100%. Старый вид. Немерерге, блин, коп патын көрдік. Вот. Нағас болар жағына. Мында дәл өбірек дәқіні. Вот. Ежедневная рутина уже не пугает Ульяну. Несмотря на физически тяжелую работу, она с удовольствием занимается лошадьми. Любит, холит и лелеет. Если раньше она передвигалась пешком или на буране, то сейчас уже на своем коне. Ему уже 20 лет. После 8-летнего перерыва он заново учится езде с всадником. Вот у меня любимчик, самый красивый конь. Лет 20 есть. Ага. Вот с ней дружу, вот балую, сахарка даю, любит сахар. Ага, вот. А вот на нем брат близнец ездил. А вот купили вот снегоход Буран Ямаху, вот поэтому перестали вот. Ага. И сейчас? И сейчас вот где-то 8-10 лет уже не садились. Заново учимся. В прошлом весной тоже вот немножко поездила, а сейчас вот тоже стараюсь. Учимся заново, получается. Ну вот, хотелось бы, Министерство сельского хозяйства уделяло не только кооперативам, не только вот частным предпринимателям, коневодам, тоже уделяло внимание.
Вот, хотелось. У меня есть, конечно, проблема есть для меня, вот, пожелание даже вот все обновить, ограждение. Вот новую надо, вот все постарилось, все рушится. Сейчас молодняков уже пока не держу, поэтому ограждение в плачевном состоянии. Мне помогает вот табунчик, хороший друг и опытный коневод, вот, Кардашевский Ларьон. Вот, отдельно ему спасибо и друзьям тоже табунщикам. Всем спасибо. Помогают советами и какие-то, если острые проблемы, вот, все решают. У меня вот отец Алексеев Иван Титович всю жизнь работал в совхозе, и он профессиональный коневод тоже. Очень много работал. Я с детства видела, как он работал. И все это с детства приучил меня к лошади. Ну вот, благодаря ему я вот стою. Вот все это сейчас, все хозяйства, все на меня сейчас. Я сейчас сама все решаю. До этого у меня отец решал, старший брат, близнец, все решал. Вот уже 3-й год я вот этим занимаюсь. Я сейчас никуда не спешу, я в пенсионном возрасте. Так что, милые дамы, мечтайте, создавайте свои. В будущем Ульяна планирует обзавестись молодняком и расширить свое хозяйство.